Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня 1 июня 2023. Наконец-то сели на паром. 5 часов прождали. Вообще очень безобразно ездить, конечно. Всю зиму к чему они готовились? Навигация открылась уже давно, можно сказать. По 5 часов сиделись на причале. Это очень долго. Поехали на Нижний Вестях. Надо будем 1,5 часа плыть. Все. Отчалили от причала. О, чайки. Красотки летают. Красота. Ну долго, конечно, долго мы стояли. Вон этот причал якутский наш. 5 часов стоять, это вообще жесть, конечно. Паром 4, 5, 6. Цифра красивая. Я думаю, за 1,5 часа мы доплывем. Обычно 1,5 часа плыть. Вон на тот берег, видите? Вот сюда. А, чайки, красотки. Все, поехали. Давайте на ту сторону перейдем. Я вам покажу Лену, реку нашу. Сейчас воды много на реке. Так, проезд с нас взяли из Куда 650 рублей. И плюс пассажир 200 рублей. 850. Вот она, река матушка наша. Это впереди остров. Вон оттуда мы выплыли, вот с правой стороны Диапарель. И проплываем ГРЭС. Вон трубы. 4 трубы, видите, ГРЭС. Речной порт вот прямо стоит. Чуть левее телевышка видно. Вон моторки начали ездить. Ну воды в море. Воды море. Море и океан. О, нам плыть и плыть. Хотя сейчас вода большая, видите. Он до того острова, видите, он паром впереди. Сейчас я приближу. Он до того острова. И потом вот левее. Вон где белые горы, видите, что песочек. Вон нам туда плыть. Вон туда. Ну еще часто точно будем плыть. Михаил Светлов. Всех детей поздравляю с праздником, Днем защиты детей. А, с круиза, видать, едут. Пошел на Якутск. Приближаемся к Нижним Вестях. Быстро плывем, вода большая. Почти. Ровно час плывем. Вот осталось сколько. И, наверное, поплывем вот за эти краны. Вот за эти краны поплывем. Вон они, паромы там. Туда дальше. По зимней рыбалке я там рыбачил когда-то. Все, подплываем. Вон наш берег остался. Он остров посередине вылез. Город вот. Дом родной. Напротив. Ну что, быстро идем. Обычно 1,5 часа плыть. Ну, уже сейчас 5 минут. Чуть-чуть побыстрее. Да, вон паромы там останавливаются. Сейчас покажу.
Вот стороны. Вот они стоят. Сюда плывем. Вон там Табагинский мыс. Вот Табагинский мыс видно. Пассажиры, безбилетники едут. Так, все, подъезжаем. Вон уже КамАЗы видно на берегу. Ох, машин-то мало, ты говоришь. Вон на дороге стоят машины-то. Ё-моё, очередь обратно. Блин. Всё, уезжаем. С моей стороны стоит. Уезжаем, ребята. Выезжаем. Все, поехали. Короче, машин обратно на Якутск целая куча. Короче, я сегодня в 10 часов вечера самый лучший вариант будет, я приеду. Откуда столько машин-то? Ух ты, это что такое летает-то? А, ну тут разделили полосу, ну хорошо. Машин, смотрите, сколько. Вон, на горе там стоит труба. Вот они стоят. По горе, по горе. Вот Нижний Бестях начинается. Вот, на гору забрались, они тут стоят. Вот они стоят, сколько машин. Вот река Лена. О, малыш закричал. Малыша в деревню отвозим. Пионер-лагерь. Вот она, река наша. И подъем на Бестях, на Нижний. Чего замяукал? Сидела же, боишься? Сейчас помягче будет здесь. Едем направо. Тут светофор поставили, и что, тут на горе будут машины стоять на подъеме. Вот церковь. Вот поселок Нижний Бестях. Немножко покажу. Но здесь у нас в основном одни торговые точки, магазинчики. Все, кто через Мегино-Кангаласский район едет, здесь и закупается продуктами, всякими вот сельхозтехникой. И едут дальше. Эта дорога едет в сторону Алдана, Неринги.
Асфальт тут, конечно, ой-ой-ой. Он совсем уж поломался тут капитально. Ой, машин-то сколько едет. Азия. Это торговый дом Азия. О, красавчик. Местный регулировщик. Местный мужичок регулирует дорогу. А, сейчас покажу здесь. Танк памятник поставили, Т-34. Мой двоюродный братишка делал. Сейчас я вам покажу. Вот она стоит. Все, выезжаем с Нижнего Бестяха. Здесь трасса нормально, хорошая. Вот такая у нас дорога. Лес чистенький стал. Гравийка когда была, лес серый был. От пыли. Новый асфальт положили. Но даже разметки нет. Дорога классная. Еду в деревню Хаптагай. 25 километров от Нижнего Бестяха. Ладно, все. До встречи на пароме на обратном пути. Прощусь. Да, приближаемся к намеченной точке. Хаптагайский наслег. Красиво. Протока сейчас в воде, не переедем, поедем там вокруг. Сейчас здесь будет спуск такой большой, подъем. Сейчас мне на камеру засняли, штраф придет. Вот на подъеме будет деревня Хаптагай, и поворачиваем направо. Так, все, приехали. До деревни 2 километра. Там вот 421 километр. Там уже дорога такая сельская. Мы на горе были. Сейчас спускаемся вниз. Ниже. Дорога песок и камни. Заезжаем в деревню. Ой, потише надо. Я зеркало везу. Про зеркало я совсем забыл. Нет, нет. Мангал. Вот такая сельская деревня.
уже лето. Это старая школа прошлого века. Против солнца. Против солнца ничего не видно. А дети играют на площадке. Вот дом-то ваш, а он стоит. Вот деревня. А, деревня такая. Этажные дома. Такие двухэтажных домов мало. Но есть. А вот там дальше, смотрите, пейзаж какой красивый. Вот Табагу, кстати, отсюда видно. Вот Ленские зори. Вон на горе стоит. А это что такое? А, мусорка, что ли? Остановка. Сердечко. Вот такая деревня. Одна улица и дорога такая. А вот камнями обсыпали здесь. Была обычная грунтовка, там после дождя грязь была. Это вот скалистой породой засыпали, грязи не было. Вот они, местные лежат. Местная братва. Это клуб. Там вот Попадка Победы. Вот это розовое, это детсадж, да? Детсадик. А это детсадик, а вот одноэтажное это магазинчик. Местный магазинчик. Такие елочки стоят. Красивые. Деревня длинная. Узкая. Это Почта России. Вышка ТЭС. Все равно здесь связь плохая очень. Интернет плохой, плохо ловит почему-то, хотя от города близко. Ну вот туда она идет, дальше в деревню. Котельная стоит. Вот такая деревня. Всё. Я поехал на город. Вон он город. На той стороне реки. Красота, да? Вот она, река Лена наша. Так, один паром стоит, один идет. Хорошо. Да, короче, попал я на очередь. Вон
ниже горки стою, а вон гора, и там машины стоят. И туда вниз, и поворот налево. Да, машин море. Странно, четверг. Столько много машин едет в город. Короче, сейчас я вам покажу, какая очередь здесь. Вон Нижний Бестях. Подъем, а вот мы стоим. Километровые очереди. 9 часов вечера, а мы все стоим. Вообще даже не передвинулись. Эта труба осталось 2 часа, до 11 ходит, говорят. Ну не знаю, за 2 часа мы эту километровую очередь вряд ли пройдем. Ночевать, что ли, я здесь буду тогда? Это труба полная, да. Солнце уже садится, а мы все стоим. Поближе, но стоим. Вон где паром. Видите? Смотрите, сколько машин. Это капец, это лента целая. Это полный капут. Смотрите, сколько за мной стоят еще. А вот это за мной стоят. Труба полная. Черепашьим ходом едем. Подъехали до вывески Нижний Бестях, конец. Труба полная вообще. Кошмар какой-то. А этот куда поперся? Все, солнце заходит. Время 21:41. Короче, добрался я донизу. Там, оказывается, КамАЗ застрял, поэтому больше груза не едет. Вон всех мелких сюда по обочине пропустили. Есть вон 4 ряда. Мы в 3-м ряду. А время у нас уже 21:54. Я не знаю, до конца будут, наверное, паромы ездить. Сколько народу-то здесь. Вон с Бестяха стоят, смотрите. Это я вот внизу стою. А это вон там гора. Видите, вон на Бестях вон машина стоит до сих пор. Капец, блин, надо было пораньше поехать, елки. 10:30 время вечера. Все, сижу. 2 ряда уехал, наш 3-й ряд остался. И 4-й там немножко есть машин. И сзади куча машин до Бестях. Вон там вдалеке какой-то паром едет. Если это он к нам, тогда я думаю, мы заедем на этот паром. А вон еще один идет. Все, мы тогда поедем скоро. Где-то через час, по крайней мере. До сих пор стоят он на горе. Наша линия красная. Идет. Только материться и осталось. Вообще полное безобразие творится у нас. Мост нужен, мост. Стройте мост. Сколько можно уже ждать его? Столица Алмазного края без моста. Народ мучается. Тут все с детьми, с маленькими. Как начал материться, пропустили сразу же. Капец полный, блин. Вообще это людей, блин. Довольно, вот смотрите, видите, с маленьким ребенком стоит. Девушка, вон. Возле ГАИ. Вот это генеральному Лорпа претензия. Почему вот такое допускает, людей мучает? Паромы вообще безобразно ездят.
Один через один. Всю зиму к чему они готовились-то? Вон КамАЗ сидит. Из-за него тут столпотворение. Кошмар какой-то. Вот один паром отплыл. Пошел на Якутск. Вообще у нас когда порядок будет в Якутске вот, по паромной переправе по этой? Всю жизнь вот такая туготень. Вот эти, главное, пропускают КамАЗы. А КамАЗы надо вообще отдельно возить от легковых. Ну, за них много денег платят, поэтому и паромщики берут, стараются их брать. Чем за легковую. Вот 650 рублей, а КамАЗ там, наверное, не знаю, там сколько тысяч. Ну, много. Если полуприцеп, там вообще большие деньги. Отделять надо, пускай для них отдельно идет паром. Большой. Давно уже был один у нас здесь паром большой. При наводнении Ленска его туда отправили, говорят, и все, и он ушел. Агамалага называется. Ну, кто по якутски знает, тут поймет. Вот тут был большой. Вот таких бы паромов 6 сюда, и еще никаких бы тут пробок не было. А мы вот сейчас стоим, ну мы сейчас заедем на этот паром. Вот он КамАЗ застрял. Не КамАЗ, я не знаю. Из-за него тут столпотворение. И паромщики вообще охренели. Левых пустили здесь со стороны. Машин 5 проехало перед нами. С левой стороны. Еще мне врешь, что там с парома едут. Они не с парома, они заехали сюда на паром. Еще большой груз пытаются запихнуть. Без очереди. Все уже оборзели. Вон на Бестяхе машин вон сколько стоит. Труба, блин. Все, наконец поехали. Вообще же беспредел полный, блин. Народ доводит до ручки, блин. Ну, конечно, по сравнению с 90-ми это вообще цветочки. В 90-х там и морды били, и машины ломали. И чего только не было. И людей давили. Сейчас более-менее порядок, но все равно это в кавычках порядок. Такого не должно быть. Чтобы перебраться вот сюда, вот на этот берег. С того берега я 5 часов сидел. Сейчас я сидел со скольки? С 8:30. Сейчас уже вот 12 час. Спасибо речникам за такие, в кавычках, услуги. Да. Вообще полный атас. Ладно, все, на этом я заканчиваю свой репортаж. Нас ждет Якутск. Все, поехали. Вестях пока. Якутск, встречай нас. Короче, приеду около часа ночи. Посадил двух школьниц. Замерзли, автобус у них там на горе остался. А родители там ждут в Якутске. Попросили, чтобы машину посадили. Там на пароме-то холодно, ночью-то сейчас уже. Так что пускай сидят. Со мной доеду до Якутска. А там уже на паром выйдем с парома. И там родители встретят их. Надо пойти навстречу детям. Сегодня как раз день ребенка, день защиты детей.
приехали. Время 12:26. Почти за час приехали.